29 ноября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,69 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,69,19 до 10,52 сомони, 1 российский рубль от 0,1635 до 0,1655 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром растут. Рынки оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цена на нефть марки Brent составила $86.48 за баррель. Марки ВТИ $79.34 за баррель. Цена на золото во вторник утром поднимается и составляет $1752.65 за тройскую унцию. Ослабление американской валюты поддерживает котировки драгоценного металла. Рынки ожидают статистику по экономике США. Последствия российско-украинского конфликта для малого бизнеса в Центральной и Западной Азии подчеркивают необходимость улучшения стратегии по укреплению предпринимательской базы в регионе. Об этом говорится в новом отчете Азиатского банка развития. Воздействие на микро, малые и средние предприятия в регионе многообразно и различаются в зависимости от страны, согласно первому и второму томам обзора малых и средних предприятий Азии за 2022 год, опубликованным сегодня. Микро, малые и средние предприятия играют заметную роль в частном секторе Центральной и Западной Азии. На долю их приходится 98,9% всех предприятий, 46,1% рабочей силы, 47% объема производства и почти треть, это 32,4% общего объема экспорта в среднем, исходя из имеющихся данных до 2021 года. Хотя регион быстро восстановился после пандемии COVID-19, российско-украинский конфликт и связанные с ним санкции перевернули деятельность микро-малых средних предприятий. Особенно сильно пострадал экспорт из-за высокой зависимости от России как торгового партнера. Правительствам Центральной и Западной Азии необходимо усовершенствовать свои стратегии поддержки внешней торговли микро-малых средних предприятий, а также развивать внутренние товарные рынки, сказал об этом главный экономист АБР Альберт Парк. Поддержка предпринимателей, ориентированных на рост, поможет раскрыть новые возможности производительности. И эта поддержка должна ориентироваться на молодежь, женщин, агробизнес и технологические стартапы. Таджикистан и Россия внесли изменения в индикативный баланс поставок российских нефтепродуктов на таджикский рынок. В Москве прошла рабочая встреча заместителя министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Шарифа Худобахш и первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина. Как сообщает пресс-центр Минэнерго Таджикистана, в рамках встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся индикативных балансов основных видов нефтепродуктов на 2023 год. Отмечается, что по итогам встречи подписан документ о внесении соответствующих изменений в индикативный баланс поставок нефтепродуктов. В соответствии с этим документом увеличился общий объем индикативного баланса, в том числе объем поставок автомобильного бензина и дизельного топлива в Таджикистан по сравнению с прошлым годом. Напомним, что Таджикистан с 2013 года получает российское ГСМ на льготной основе без оплаты экспортной таможенной пошлины. Компетентные органы двух стран до 1 октября согласовывают объемы внутреннего потребления в Таджикистане на следующий год и подписывают индикативные балансы. Одним из главных условий льготной поставки российских нефтепродуктов является исключение реэкспорта в третьи страны. Согласованный на 2022 год объем льготных энергоносителей составлял, как и в прежние годы, 830 тысяч тонн. Однако фактически импорт льготных российских ГСМ в предыдущие годы не превышал 600 тысяч тонн. АО «Узбекнефтегаз» изучает возможности импорта нефти из Казахстана по приемлемым ценам. В частности, рассматриваются варианты закупок у частных нефтедобывающих компаний. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании. По данным пресс-службы, представители «Узбекнефтегаза» и ИП ООО «Санават Энергетика Гурухи» обсудили со специалистами АО «Казмунайгаз» перспективы закупки казахстанского углеводородного сырья. В
Казмунайгазе пояснили, что нефтяное сырье, добываемое компанией, поставляется для загрузки казахстанских НПЗ и румынской дочки Ромпетрол, а объемы нефти совместных предприятий по уже заключенным договорам. При этом было отмечено, что в Казахстане много частных нефтегазодобывающих предприятий, которые считаются привлекательными с точки зрения порядка ценообразования на сырье и логистику поставок, уточнили в пресс-службе. В целях установления контактов с этими предприятиями между министерствами энергетики обеих сторон достигнута договоренность о продолжении работы по импорту казахстанской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана, добавили в Узбекнефтегазе. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставки нефти осуществляются главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышает ее себестоимость.